Река здесь такая под названием Орто-Сала течет. А дальше будет река Алдан. Такая очень крупная река в регионе. После Лены, конечно. А это вид на сам Алдан. Вот так вот, если. Наверное. Меня часто спрашивают, одиноко ли мне в путешествиях. Сначала нужно прояснить, что такое одиночество. Я думаю, что это в большинстве своем употребляется как обозначение болезненного состояния, своего рода уныния, граничащего с отчаянием. Это чувство покинутости и ненужности. То есть корень этого состояния кроется в глубинном убеждении, что мир вокруг обязан участвовать в твоей судьбе. И ты поначалу всячески пытаешься завоевать или купить внимание этого мира. И ждешь ответного акта возвращения долга. Но миру зачастую пофигу. И наступает неминуемое разочарование, которое и принято считать одиночеством. Это ментальные чувства. Причем, если со стороны кажется, что кто-то одинок, зачастую это не так. Просто человеку свойственно проецировать свои собственные страхи на других. То есть это ты на самом деле боишься одиночества. И внешне кажущееся одиночество кого-то – это часто сознательный выбор уже психологически зрелого человека. По факту, это просто стремление на какое-то время, а может быть и навсегда, уйти от влияния социума, чтобы осуществлять что-то свое. Это часть творческого процесса под названием «жизнь». И этот же человек, когда посчитает нужным, потом сознательно возвращается в социум, и именно в тот, который ему интересен, и в том качестве, в котором захочет. То есть это не одиночество, а подконтрольное взаимодействие с обществом. А одиночество, на мой взгляд, это все же моральная незрелость, нездоровый эгоизм или просто болезненное состояние. Так вот, таким одиночеством мне не одиноко. По крайней мере, пока. Бывает, конечно, чувство некой растерянности при внезапных, незапланированных ситуациях, но это не связано с тем, есть кто рядом. Какой-то безумец на квадроцикле едет впереди. Зря он это делает. Хотя, с другой стороны, я своего рода тоже безумец. Я на велосипедах ездил по трассе. Хотя хрен ты его обгонишь. Мощи не хватит у меня. Неплохо он идет. Я сейчас 80-90 иду. Мне надо 120 разогнаться, чтобы его обойти. Нет уж, не буду я этого делать. Экшн камера у него на верху. Какой-нибудь блогер. Ненавижу блогеров. Вот, кстати, обгон на правом руле. Камера даже правее находится, чем я сижу. Единственное, что нужно выглядывать чуть пораньше, чем на левом руле. И все. Разницы особо я не увидел. Там мод.
Купил 2 вида йогурта и вот эти плюшечки. Ну, где-то в районе 200 рублей. Все это. 250, может быть. Вот этот длинномер попер. А вот чуть севернее снова тайга. Началась севернее. Не посещают мы странные. Железная дорога рядом идет. Река Амка. И туда уходят. Отдыхают люди. А мне до Якутска еще где-то 300 километров. Вернее, до переправы паромной. Березки все такие кривые уже, куцые. Деревца какие-то тоже облезлые. Почему, я не знаю. Ну, север уже, север. Тяжело им здесь живется. Ну, сразу голубика. Кислая ягода. Зато полезная. Спасибо, лес, что меня голубикой угостил. Скоро уже с левой стороны появится Лена, река. Великая, могучая сибирская река. Перед Нижним Бестяхом, то есть переправой через Лену, дорога идет на протяжении, наверное, 200 километров. Такая длинная, такая однообразная. Кругом тайга такая реденькая вокруг. Северная тайга. Березки кривые. Здесь уже сосны пошли кое-где. Что там за вышки всего? Вторая вышка уже. Сейчас я остановлюсь, наверное. Вот она, эта вышка. Мощное сооружение. Наверное, скорее всего, противопожарный какая-нибудь. Но какая высота! Это офигеть! Конечно, на нее сейчас уже никто не рискнет залезть. Хотя, может, кто-то и рискнет. Надо же. Метров 30 точно она. Вторую такую вижу. Давно на нее никто не лазил, конечно. И я, естественно, не полезу. Но грибов здесь очень много. У нас рассказывают, что там две путешественницы путешествуют в Чернышевском, а вот своему супругу. Вот, и тот говорит, вот, познакомь меня с девчонками, я их отправляю в хранилище. И он нас повез в хранилище.
же можно попасть и на не очень хороших, приятных людей, правильно? С такими не надо просто ехать. Ну да, вообще. Ну то есть чутье какое-то все равно есть. Ну, конечно. Попутчицу звали Аля. Она очень интересный собеседник. Яркая личность с географическим образованием. Путешествует всю сознательную жизнь. В основном автостопом. Была во многих странах и в России почти везде. Превосходный фотограф. Во ВКонтакте известна как Аля Эдельвейс. Заходите к ней на страницу. Она предложила мне свернуть и посмотреть на какие-то скалы и водопады. И я с радостью согласился, даже не вникнув, где это и что это. Настолько она внушила мне доверие. Для чего это сундук, как думаешь, Аля? Ага. Вот какие-то монетки есть вроде. Я просто сразу вспомнила это про Кощея Бессмертного, где у него тоже сундук висит на цепях там. Там что, должно быть яйцо, игла, Кощеева смерть внутри. Мы проехали полдородья. Какие-то разработки. Кто стрекочет? Ага. Что за насекомые? Не знаю, я пока на трассе стояла, хотела поймать. То есть ты уже видел такие, да? Как называются вот эти вот веревочки? Коновязи. Коновязи? Да, как они называются по-японски, не знаю, но местные даже ничего не обозначают, просто они любят устанавливать эти штуки. На одной обычно изображается вот такая как амфора, на другой конская голова, на третьей иногда изображают птицу. А внизу река, да? Опять зеркальник, да? Ну, тут может трассов тоже нет. Едем смотреть водопады. Да мне кажется, ровнее уже не будет, да? Какое-то озеро. Будешь снимать? Станем? Вон Аля побежала снимать, она фотограф. Блог свой ведет тоже. Ну я свой блог не веду, я так для души снимаю. А у нее там подписчиков много достаточно. Ну это карьеры какие-то выкопанные. Метров вообще. Я думаю, блин, я здесь ехать буду. Ведь я же тогда знал, что я в Якутии поеду. Но для меня это, скажем, край был тот, который я не представлял даже, что я когда-либо там буду. Здесь уже. Вот сейчас я еду как раз поэтому. Потому что ты представлял, что Да.
другой стороны, вот сосны, таких сосен, как у нас. Значит, дела такие. У меня закипел двигатель. Сейчас идем смотреть водопады. Что будет дальше, я пока не знаю. Ну, будь что будет, как говорится. Вот такой Ниагарский у нас водопадик. Нет, живописная речушка. Зимой здесь минус 60. Конечно, понятно, что она промерзает насквозь, скорее всего. Такая зона отдыха здесь. Типа мангала что-то. Или мангал. Сейчас такие набережные рукотворные начали делать уже. А это природное. Еще один водопад.